Мгм. Вот смотри, вот тему, которую я никак не могу обойти, ее много раз сегодня спросили. Давайте все-таки в двух словах, Эльдар, ты вот как такой монолог сейчас нам дашь. Нагайцы и казахи, кто они, чем близки, чем они разные, тут громкие слова, что они одной нации. Ну, в общем, мы хотим услышать твое мнение. Ну, я скажу таким термином, да, вот немножко, может быть, научным. Есть такое понятие – этническая субъективность, да, этническое «я». То есть у каждого народа есть свое «я», есть свое самосознание. Концепция нагайцы и казахи единый народ, она неправильная даже из позиции того, что самого звучания. Как это так, один народ? Мы разные этносы, у нас есть своя история, свое самосознание, свои культурные особенности. Да, действительно, исторически мы, скажем так, переплетались. У нас есть, может быть, общий пласт, связанный с происхождением, когда происходило формирование нас как этнических общностей. У нас даже был период, когда мы входили в единые политические союзы. Допустим, это государство Абу-Хаира, значит, в начале, значит, 15 века. Да, ну, такие были события, когда был некий такой политический союз. В то же время был период, когда, значит, нагайцы и казахи между собой, ну, было некое такое военное противостояние. В начале 16 века, допустим, казахский хан Касым, он занял нагайскую столицу Сарайчик. То есть получилось так, что его могущество, его усиление, некая такая гегемония позволила, значит, даже на некоторое время занять Сарайчик, столицу Ногайской Орды. Но потом, уже после того, как он умер, нагайцы отвоевали эту столицу. То есть мы видим то, что действительно здесь в силу того, что был момент того, что мы противостояли, были моменты, связанные с тем, что, условно говоря, где-то объединялись, где-то разъединялись, ну, мы два этноса, да, мы два самостоятельных этноса. Сегодняшняя тема, она, конечно, актуальна, да, вот ногайско-казахские взаимоотношения. Я думаю, здесь нужно всем сесть, во-первых, самим ногайцам определиться в этом вопросе. Второй момент, конечно же, говоря про ногайско-казахские взаимоотношения, нужно рассматривать их с позиции взаимоотношений между Россией и Казахстаном. Все-таки это не просто взаимоотношения между двумя народами, этносами, да, это все-таки уровень международный. И вот нагайцы в какой-то степени должны быть больше в политике России в этом вопросе. Да. Это приграничное сотрудничество, это взаимодействие по линии культуры, это, может быть, вопросы, связанные с безопасностью территории. Вот Астраханская область, которая является приграничной, конечно же, мы здесь в этом отношении, ну, больше, скажем так, в этой теме, наверное, больше понимаем. Из всех нагайцев астраханские нагайцы продолжают взаимодействие с казахами. В Астраханской области вторая по численности нация – это казахи. У нас с ними складываются родственные отношения, да, нагайско-казахские браки, да, то есть в этом отношении, ну, нагайцы Кавказа, они, условно говоря, только исторически помнят о нагайско-казахских взаимоотношениях. Мы как бы в реальных отношениях находимся. И приоритетом, конечно же, является дружба, взаимодействие, но при неком таком паритете. Мы должны понимать, что мы самостоятельный этнос, и у нас есть своя история, свои лидеры. Мы должны, в общем-то, выражать свое «я», свое нагайское «я».